Сельхозпредприятие семьи Кыльчик с 2000 года обрабатывает около 25 гектаров пашни. Несколько лет назад решили посадить абрикосовый сад и не прогадали. В прошлом году собрали первый урожай и смогли его реализовать по хорошей цене, отметил руководитель предприятия Олег Кыльчик. Отец работал пашней, потом мы с братом и папа подключились, и вот в 2018 году посадили абрикос, потом досадили виноградник, потом, как понравилось, еще молодой посадили. И вот надеемся, что все будет хорошо. Сад расположен на 6 гектаров. Часть посадки 2018 года, часть посажена в прошлом году. По словам агрария, несмотря на все трудности, они надеются собрать хороший урожай и реализовать его с поля. Посадка сада стала возможной благодаря субсидиям со стороны государства, признается Олег Кыльчик. Подали на субсидии, государство нам, спасибо, помогло чуть-чуть. Мы там своими силами и надеемся, что в будущем государство нам тоже поможет, и мы раскрутимся. Как отметил начальник агропромышленного комплекса Сергей Брешим, на урожай косточковых повлияла не только засуха, но коррективы внесли и июньские дожди. Выпавшие осадки порадовали аграриев, отметил Сергей Брешим, но на фруктах отразилось не лучшим образом. Небольшая проблема в том, что когда много воды, фрукты начинают лопаться. От изобилия влаги они быстро набирают, быстро растут. И здесь есть проблема. Но на сегодняшний момент можно судить по отгрузкам, сбыт есть. Информация эта, к сожалению, никто не делится, она конфиденциальная, но мы видим, что есть фирмы с Европы, есть наши переработчики, это Архейвид, он сегодня, к примеру, земле абрикос они собирают по 5 лей. Для посадки нового сада со стороны государства выдаются субсидии на капельное орошение, установку противоградовых сеток. Это, как отметил Сергей Брешим, дает хороший стимул молодым людям заниматься сельским хозяйством и высаживать новые сады. Часть сегодня субсидируется, сегодня есть такие моменты, что, к примеру, Министерство сельского хозяйства ставит одним из условий будущего субсидирования сада то, что надо сделать проект, и этот проект надо защитить. Если этот проект жизнеспособный, вот он в нашем регионе будет или в любом другом регионе, и они его будут авансировать. То есть не как фермер должен деньги сначала вложить и потом ему возвращается. То есть здесь они готовы давать в аванс. Семья Кыльчик планирует в дальнейшем расширить свои площади садов и посадить вишню, персики и другие фрукты в зависимости от потребностей рынка. Еще многолетний виноградник еще может досадить, если позволит, как площадь, досадим. Виноград, может, еще и сад посадим. Тоже абрикосы или что-то? Черешню, скорее всего, или, может, персик. Посмотрим. Рискнем посадить, посмотрим, что получится. Получится как? Посмотрим по ситуации, что это на будущее. Это не на следующий год. Через пару лет, если все возобновится, все будет нормально. Отметим, что сельхозпредприятие под руководством Олега Кыльчика также выращивает зерновые, виноград технических и столовых сортов. В целом по Гагаузии многолетними культурами, садами занято 2379 гектаров. Виноградники занимают площадь 5235 гектара. Зинаида Канцер, Вячеслав Коса, ГРТ Новости.